протяжении 3 десятилетий в мировой педагогике появилось очень много терминов, которые так или иначе указывают на особенности восточной культуры. Речь идет о первенстве внутреннего, что есть в человеке, самость, нежели о внешнем усвоении информации. Почему же мы все чаще обращаемся к восточной мудрости? Если коротко посмотреть на то, в чем различие восточного и западного культурного типа в цивилизации, то мы увидим, что Западу свойственна атомистическая, так называемая, природа сознания, атомизм, а Востоку волновая. Точно так же и особенность цивилизации западного культурного типа – это внешняя история, это постоянное завоевание пространства, завоевание космоса, о чем мы сегодня уже знаем не понаслышке, это создание чего-то нового. А восточный культурный тип имеет больше приоритет внутренней истории. Не расширение во внешний мир, а наоборот углубление в себя. Аксиома «чистый ученик – это чистый лист» и «ученик – это семя неизвестного растения» имеют прямое отношение к взглядам на Западе и на Востоке на проблему образования человека. И если ученик – это чистый лист, то значит основное содержание образования – это передать все достижения человечества от источника учителя к приемщику ученику. То есть теоремы, аксиомы, законы передаются в неизменном готовом виде всем разным ученикам. При этом учитель может ставить цели, ученик не может ставить цели. Учитель может задавать вопросы, зная заранее истину, ученик этого делать не может. Очень часто эту передачу называют передачей знания, однако на самом деле это передача информации, а знание это то, что находится вот здесь вот внутри. И пока информация передается, она уже устаревает. Информация передается правильная, грамотная, стандартная, а жизнь нестандартная. И в этом есть огромная проблема соотношения чужой информации и своего знания. И об этой проблеме говорили очень многие мыслители, многие философы и прежде всего представители Дальнего Востока. Всегда ли то, что передается, мы берем? Всегда ли то, что нам передают, становится нашим своим? А самое главное, всегда ли то, что нам передают, мы хотим взять? И очень часто возникает вопрос у ученика, у студента, а зачем мне это надо? Монолог в обучении, в образовании, то есть неравенство, передача информации одинаковой, шаблонной всем разным ученикам, есть причина того, что на выходе мы получаем шаблонно действующего человека. Исчезает классическое человеческое начало, способность думать, способность заглядывать внутрь себя, а не только быть устремленным вовне. И очень многие мыслители, как Востока, так и Запада, говорили о том, что сегодняшний мир – это мир шума, это мир тотального медиа-возгласа. И человеку все больше и больше хочется высказаться самому, не заботясь о том, что его услышат. Шуму способствует как раз-таки вот монолог в обучении. А как раз-таки тишина или молчание – это то, что противостоит шуму. Это то, что позволяет человеку в тишине найти решение, трудное иногда, то, которое невозможно в состоянии шума. Именно в тишине рождались выдающиеся открытия человечества. То есть молчание не следует воспринимать буквально как отсутствие слов, а молчание – это возможность сотворить что-то новое, прийти к какому-то новому знанию, прийти к новому открытию. И молчание – это то, что обращает нас именно внутрь нас, а не ко внешнему. Тишина – это то, что работает на самопознание и на развитие нравственных основ человека. В системах обучения существуют такие, которые условно можно отнести к возможности человеком совершить открытие, познать самого себя. Их условно можно считать молчаливыми. И вот в частности одна из теорий, дидактических, обучающих теорий эвристики, теория открытия. Человек открывает внешний мир
своими глазами и при этом сам узнает лучше себя, развивает свои творческие, познавательные способности, организаторские. Ученику предлагается до знакомства с теорией изучить объект на практике. Например, с помощью предложенных методов исследовать вещество, составить свой собственный алгоритм, предложить тот или иной способ решения вопроса. И в результате у него будет свой первичный результат, продукт. А как же быть с достижениями человечества, может кто-то из вас спросить? А на самом деле уже затем, на втором этапе, учитель дает возможность ученику познакомиться с тем, как вот этот вот объект изображен в науке. В результате ученик сравнивает то, что сделал он сам, с тем, что сделало человечество до него. И он совершает открытие. И его первичный продукт становится обобщенным продуктом. Но это то, как ученик видит мир, а не то, как видит мир учитель. Однако для этого задания, которые учитель дает ученику, должны быть не закрытыми, а открытыми. А открытое задание, ответа не знает ни учитель, ни ученик. Эвристическое обучение, как одно из сегодня современных направлений, опирается прежде всего на то, что человек — это источник скрытых знаний. Человек есть Творец, и он равновелик Вселенной. Есть древнейший принцип подобие человек равен Вселенной. Вот идея эвристического обучения, она воплощена на современном уровне технологически, воплощает вот этот древнейший восточный принцип.